Что вы знаете о донорстве? Как важно помочь ближнему и кому все же рекомендовано отказаться от процедуры? МЧС России объявила 2018 годом культуры безопасности. Что это даст населению? Пройдя тяжелые испытания, сохранила веру в правое дело. Шафиям Султыгова приняла поздравления от Владимира Путина. Это новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии проверил благоустройство территории двора многоквартирного дома по улице Базоркина в Назране, где проведены работы по озеленению, установлены детские спортивные площадки, скамейки, урны, отремонтировано наружное освещение. Все это сделано в рамках реализации федерального проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Янусбек Евкуров осмотрел детские площадки и зоны отдыха. Он считает, что преображение двора – результат взаимодействия всех уровней власти – муниципалитета и местных жителей, принявших участие в обсуждении и реализации проекта. Напомним, что в проекте формирования комфортной городской среды в прошлом году участвовали 8 муниципальных образований. На его реализацию была выделена сумма в размере 103 миллионов рублей. Сегодня православные христиане празднуют рождественский сочельник, канун праздника Рождества Христова. Это последний и самый строгий день 40-дневного поста, который предшествует празднику рождения Христа. На божественную литургию в церкви Пресвятой Богородицы в Сунже собрались десятки прихожан со всей республики, чтобы причаститься и исповедаться. Торжественные богослужения в храмах и церквях продлятся всю ночь. Название самого праздника происходит от слова «сочево», особого постного блюда, вкушаемого в этот день. Обваренные зерна пшеницы, риса, чечевицы, смешанные с соком или медом. Сочельник у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищу, кроме сочева, до появления на небе первой звезды. И сегодня мы все готовимся к этому светлому празднику доброты, празднику любви Божией к людям. Ибо, как нам говорит Священное Писание, так Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это наша возможность прикоснуться к вечности уже здесь, на земле. Сегодня мы с особым трепетом и благоговением готовимся к этому празднику. Тонкости донорства узнавали все желающие на проведенном специалистами из Астрахани тренинге. Но он стал возможным благодаря гранту президента России для развития гражданского общества. На встрече развеяли стереотипы, связанные с процессом сдачи крови. Кто может поделиться своей частичкой, а кому это делать нежелательно, и что дает донорство, расскажет Амина Бокова. Изложить все минусы и плюсы донорства за 10 минут. Первое задание на тренинге «Я донор». Такой простой на первый взгляд вопрос раскрывает перед автором тренинга Магомедом Мусаитовым главные стереотипы ингушской молодежи о донорстве. Развеять мифы и избавить от страха сдачи крови. Главная задача сегодняшней лекции. Самая актуальная причина – боязнь заразиться инфекцией при контакте со шприцом. Луиза Аушева, которая уже давно хочет стать донором и спасать жизни людям, каждый раз останавливает именно этот нюанс. Это и вправду миф, потому что там все стерильно, потому что шприцы распаковываются только при вас, да, когда вы там сидите. Я намерена стать донором, потому что это и благое дело. Рассказывать о донорстве для Магомеда Мусаитова с некоторых пор стало практически смыслом жизни. Не имея медицинского образования, преподаватель информатики 2 года назад вступил в клуб добрых людей. Именно тогда Магомед столкнулся с тем, что очень много людей хотят стать донорами, но боятся. А тем временем нуждающихся в крови с каждым днем становится все больше. Вот тогда-то Магомед решил потратить все свободное время на решение этой проблемы. У нас вчера прошел один тренинг, и те, которые изначально были, скажем так, боялись сдавать кровь, на обратной связи в конце тренинга с уверенностью говорили, что на следующей акции по сдаче донорства они обязательно будут присутствовать. Это не единственная цель тренинга. Многие пришли, чтобы правильно подготовиться к сдаче крови, ведь есть ряд противопоказаний к донорству. Активисты охотно делятся своими историями, связанными с неудачными попытками донорства. Мне один раз приходилось сдавать кровь, но мне сказали, что кровь меня не примут, и сказали сдавать плазму. Вот, а на полпути я отключилась. Сдать кровь, самого вот этого процесса. Вот, и
Но все равно я не хочу останавливаться, я хочу еще раз пойти сдать кровь, и хотелось бы сегодня побольше узнать об этом процессе. А вот Мадина Пугоева сдавала кровь трижды, и каждый раз попытка была неудачной. То обмороки, то скачущее давление. А ведь найти время в рабочем графике, чтобы сдать кровь, тоже не так-то просто. Сегодня она надеется получить все необходимые знания, чтобы в 4-й раз все прошло без проблем. Почерпнуть для себя необходимую информацию, чтобы и настроиться морально, и узнать много интересного, и как правильно это делать, потому что там все-таки есть какие-то правила, и надо готовиться человеку, прежде чем сдать кровь. Там есть определенные правила. Вот хочу все об этом узнать и уже с таким, знаете, знающим лицом пойти сдать кровь, чтобы принести хоть какую-то пользу людям. Проведение тренинга стало возможным после того, как клуб добрых людей выиграл грант президента России для развития гражданского общества. И теперь весь 2018 год в республике будут проводиться различные акции для популяризации донорства. Мы планируем встречу с активными донорами, встречу с главврачом станции переливания крови Макой Тумгоевой. И уже в январе, в конце января планируем провести еще одну акцию по сдаче донорской крови. Мы месяц несколько раз проводим акции. Планируем еще провести беседу со школьниками. Поделиться частичкой жизни. Каждый желающий может в Республиканском центре переливания крови уже сейчас. Сначала доноры проходят регистрацию и обязательный осмотр врача. Сдающий кровь должен быть здоров и старше 18 лет. Вся процедура занимает не более получаса. Единственное условие – стерильность. Не забудьте проследить, чтобы шприц вскрывали из упаковки в вашем присутствии. Амина Бокова, Ахмед Горбаков, Новости 24. МЧС России объявила 2018 годом культуры безопасности. В рамках него по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти и бизнеса. Проведение года культуры безопасности будет способствовать развитию у населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также получения специалистами всех органов госвласти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ну а чтобы таких ЧС у нас в регионе было по минимуму, в эти новогодние каникулы в круглосуточном режиме работают оперативные службы. Об обстановке доложит наш корреспондент Мадина Пугоева. Все выходные спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Дежурные следят за ситуацией в регионе за мониторами компьютеров и круглосуточно отвечают на звонки жителей республики. Пока сообщение о крупном ЧП в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС не поступило. С 31 декабря и по 6 января в оперативную дежурную смену обратились 68 человек. За отчетный период на территории Республики Ингушетия зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 12 человек. Из них 3 человека погибло, в том числе 1 ребенок. Также за отчетный период на территории Республики Ингушетия произошло 6 техногенных пожаров. В результате пожаров погибших, пострадавших нет. Диспетчерские службы регионального управления МЧС ежедневно мониторят работу всех экстренных служб, в том числе и республиканской станции скорой помощи. За последнюю неделю сюда поступило свыше 600 вызовов, в том числе жалобы на повышенное артериальное давление, ОРВИ, детский травматизм и ДТП. В связи с этими праздниками, дополнительно еще нам бригады добавили, так что у нас все идет хорошо, мы успеваем, задержек у нас нету, вызова идут спокойно. Кроме того, круглосуточно дежурит и в оперштабе при правительстве региона открыта горячая линия. На звонки жителей отвечают работники водоканала и морской и Газпрома. За время новогодних праздников сюда поступило около 80 заявок, большинство из которых связаны со сбоями в электроснабжении. Выехала бригада, выяснилось, что было короткое по линии. Они вывели эту короткую, отключили, скажем, питание и опять же провели работы нужные клею. То есть работа была, в принципе, устранена. Была заявка 15:50, а в 16:40 уже устранили. На каждое обращение жителей республики в оперативном штабе реагируют незамедлительно, однако диспетчеры сетуют на нетерпеливость звонящих. В случаях, когда вопрос требует более длительного разбирательства, приходится сталкиваться с непониманием обратившегося. Население Суркахи вышло из строя трансформатор, его демонтировали, отвезли в город Сунджу, отремонтировали и заново установили. Это занимает определенное время. И чтобы быстро провести работы, работники
Электрики работали, можно сказать, почти 24 часа. При этом обращений, касающихся газоснабжения, в эти дни почти не было, отметили в оперативном штабе. Зафиксированы лишь пара случаев недостаточного давления в трубах, по которым течет голубое топливо. Практически так же ситуация обстоит и с водоснабжением. Впрочем, в штабе готовы решить любую проблему. Достаточно позвонить по номеру 55 14 23. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Янусбек Евкуров в Назране посетил новый торговый центр «Олимп». Гендиректор Магомед Маштагов провел для почетных гостей экскурсию по магазинам, в которых в широком ассортименте представлены образцы мебели для гостиной, кухни и спальни от ведущих производителей России, Китая, Турции и Малайзии. Янусбек Евкуров отметил хорошие условия для рабочего персонала и покупателя, а также интересовался ценовой политикой. По словам руководства центра, сейчас у них работают 13 сотрудников, но в перспективе эта цифра будет доведена до полусотни человек из числа местных жителей. Все продавцы проходят отбор, при котором учитывается стаж работы, набор личностных и профессиональных качеств. Янусбек Евкуров поздравил владельцев «Олимпа» с долгожданным открытием и пожелал им успехов в бизнесе. В эти дни мы отмечаем памятную дату – годовщину освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. Это важная стратегическая дата для каждого жителя Ингушетии, особенно для тех, кто в суровые 40-е защищал родные места от врагов непосредственно на фронте или ковал победу в тылу. Шафия Абсултыгова прошла весь этот сложный путь, преодолела невзгоды, создала семью. Сейчас, в свои 90 лет, женщина принимает гостей и радуется правнукам. Репортаж Хади Добриевой. Шафия Абсултыговой 90 лет. Вера в добро, удивительная стойкость духа и мудрость, свойственные людям ее поколения, помогли ей сохранить приветливый нрав и любовь к жизни. Прожив нелегкую жизнь, она хорошо помнит все знаменательные события в истории страны и своего народа. Больше всего любит проводить время в кругу семьи. С юбилеем, который бабушка отметила 1 января, ее поздравил и президент Владимир Путин. Для именинницы было приятной неожиданностью получить такой подарок. За все эти годы бабушка Шафиям видела немало трудностей, пережила депортацию, войну, голод и боль утрат. Время, проведенное вдали от родины, Шафиям вспоминает как испытание, которое ингуши вынесли с достоинством и честью. А сейчас многие не знают цену того, что имеют. Там же, в Казахстане, она познакомилась со своим будущим мужем, трудилась швеей и в основном занималась детьми. Супруг Шафиям Мухарбек Мухтарович, участник Великой Отечественной войны. 9 мая 1944 года в боях на ближних подступах Севастополя он заменил командира роты. Солдатам под его руководством удалось подавить огонь минометной батареи противника, уничтожить 2 танковых и 4 ручных пулемета. Сам он уничтожил 40 противников. За проявленное мужество, умелое руководство ротой в бою Султыгов был удостоен ордена Отечественной войны 2 степени. А Шафиям, вернувшись в родную Ингушетию, также продолжила заниматься воспитанием детей, которых учила жить достойно, наставляя в любой момент подставлять друг другу родственное плечо. Она всех любит, она даже маленьких детей уважает, если, естественно, она всех стесняется. Очень вот это вот то, что раньше у нас вот как это скромность, это в ней это прям на каждой минуте можно это наблюдать. Она до 90 лет дожила тем, что своим правильным поведением, правильным обращением, правильным образом жизни здравый смысл преобладал.
поэтому она у нас сегодня чувствует. И, наверное, наше отношение к ней, мы тоже ее любим, мы также ее ценим. Шафиям Султыгова вырастила 6 детей, 13 внуков и 14 правнуков. Но в одном уверена – они ее главная опора и самая большая радость жизни. Хади Добриева, Мака Келиматова, Тимур Карахоев, Новости 24. 2017 год стал для Ингушетии прорывным в разных сферах. Безусловно, самое главное событие года – это 25-летие Республики Ингушетия. Визиты высоких федеральных гостей, рабочие встречи президента Владимира Путина и главы региона Юнусбека Евкурова, открытие в республике важных объектов промышленности, образования, здравоохранения. Обо всем этом расскажет моя коллега Светлана Томова. Одним из самых ярких событий уходящего 2017 года стало празднование 25-летия образования Республики Ингушетия. Регион отметил юбилейную дату ярко и масштабно. Этот праздник запомнится многим. Для участия в праздничных мероприятиях было приглашено более 800 человек. Вместе с ингушским народом это событие разделили губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных министерств и ведомств, федеральные инспекторы. 25 лет совсем немного, но за это время регион сумел добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане. Ингушетия занимает лидирующие позиции по реализации различных целевых программ. Не раз сказано, впереди еще большие победы, и к реализации всех намеченных планов и идей народ и власть должны подходить с желанием и патриотизмом. Жители Ингушетии с праздником поздравляют и первые лица страны. Приветственный адрес от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации зачитывает Олег Белавинцев и Лев Кузнецов. Не менее яркое событие – это визит послов из 14 арабских стран. Гости прибыли в Ингушетию с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и возможностями вкладывать инвестиции в реальный сектор экономики российского субъекта. В рамках визита гости посетили крупнейший на Северном Кавказе агрокомбинат «Сад-гигант Ингушетия». Также послы осмотрели строящийся магазин по продаже строительных и отделочных материалов «Строймаркет», который расширяет производственные площади. В районе Абигу завершается строительство объекта. Власти Ингушетии намерены к 2020 году завершить реализацию 3 крупных инвестиционных объектов, благодаря которым удастся создать около 2000 постоянных рабочих мест. Мы хотим экспортировать свои товары. Мы сейчас вышли на тот уровень, когда можем экспортировать не тысячами, а десятками тысяч тонн продукции различных направлений. В том, что не только сельхозпродукцию, но и других видов промышленного производства. Поэтому мы сегодня нашим гостям показываем ряд вот этих направлений и в первую очередь хотим добиться того, чтобы мы могли бы выйти на рынки арабских государств. И второе, конечно, параллельно, это, конечно, привлечение инвесторов Саудовской Аравии. В апреле 2017-го в Ингушетии официально запущен завод по производству алюминиевых радиаторов в Карабулаке. Он строился при поддержке Фонда развития промышленности. Это производство уникально в своем роде, и поэтому смело можно говорить о дальнейшей рентабельности. В торжественной церемонии запуска завода вместе с главой республики принимают участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и министр промышленности России Денис Мантуров. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Гости отметили, что предприятие должно быть конкурентоспособным и при этом покрывать потребности не только республики, но и других регионов России. Мы рассчитываем на то, что качественная, современная продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Создав вот такое промышленное предприятие, закрываем целое направление по импортозамещению на 25%. Так, да, получается? Поэтому это здорово, и здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Я прошу вас всех, руководство этого предприятия и особенно работников, отнеситесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. С
Сметная стоимость проекта более 800 миллионов, производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Алюминиевые радиаторы будут производиться с учетом итальянского опыта, поэтому и техника вся европейского производства. Региону есть что представить в сфере промышленности, и нынешняя программа ФЦП, которая реализуется в республике, рассчитана именно на развитие этого направления. Если объем валовой продукции соотнести с импортируемыми секциями из Европы, ну, в частности из Италии, 18 миллионов, то мы можем занять примерно 6-ю часть рынка по импортозамещению. Также в апреле прошло еще одно долгожданное открытие. В Али-Юрте заработала швейная фабрика «Ингушетия». Около 2000 квадратных метров общей застройки, половина из которой производственные помещения. Швейная фабрика в промышленной зоне Али-Юрта станет самым большим промышленным объектом не только сельского поселения, но и всей республики. Здесь одновременно смогут работать более 500 человек, а если запустить производство в 2 смены, число рабочих увеличится вдвое. Фабрика будет специализироваться на одежде для покупателей разных возрастов. Кроме того, здесь будут шить по госзаказу спецодежду для военных. Мы рассчитываем, что объемы продукции, которые будут производиться на этом предприятии, с каждым годом будут увеличиваться. Появление у нас таких современных, суперсовременных предприятий, когда подъезжали сюда, это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. Также одним из главных событий уходящего года стала встреча Владимира Путина с Юнусбеком Евкуровым, которая состоялась 8 ноября. Глава региона доложил, что завершаются 2 жилищные программы – переселение из оползневой зоны и обеспечение жильем вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. При вашей поддержке, спасибо большое, мы завершаем в этом году 2 эти программы. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. В начале декабря в микрорайоне Юбилейный в Назране открыли 4 многоквартирных дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии. В общей сложности, благодаря реализации ФЦП, новое жилье обрели 800 семей. Праздник открытия вместе с жильцами разделяет глава региона, а также зам руководителя федерального Минстроя Юрий Гордеев. Радостно видеть, что данная программа дошла до своего логического завершения. Где-то, может быть, не все объекты, которые были запланированы, построены, не на все нашлись средства, я имею в виду. Но все равно это очень радостное событие, что возможно обеспечить такую большую потребность и решить такие большие задачи. К главному событию года можно отнести и 5-й медиафорум СМИ Северного Кавказа. В нем приняло участие свыше 600 журналистов, представляющих различные региональные средства массовой информации. В этом году форум впервые поменял место дислокации. Особую роль организаторы уделяют теме взаимодействия средств массовой информации с представителями властных структур. Именно поэтому из года в год форум посещает руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, представители региональных министерств, а также гости из Москвы. Как правило, форум начинает свою работу с пленарного заседания. Глава республики поприветствовал всех присутствующих и отметил, какая важная роль отводится форуму. Форум, он создавался, одной из главных задач имел такую вещь, как в хорошем смысле представить наши регионы северокавказские. И я думаю, что это все удалось, в том числе и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м, и на 4-м, а сегодня на 5-м тем более. И когда мы с этого года форум начинает идти по регионам, он будет больше эффективен, чем это было до сих пор. В последнее время, по мнению участников, наблюдается положительная динамика в этой области. Если раньше власти на Северном Кавказе были закрыты для СМИ, то сегодня эта ситуация заметно изменилась. Ключевая задача власти – быть открытым, понятной. И, с другой стороны, опираясь на ту информацию, которая есть в СМИ, но объективную тоже, адекватно реагировать. Поэтому я считаю, что мы обречены быть вместе. Мы уже не 1-я и 4-я власть, да, а мы те, кто формирует общество. И должны понимать свою ответственность каждый в разрезе тех компетенций, которые каждый выполняет.
Также в декабре в Ингушетию с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Вместе с главой региона первым делом они открыли оптово-распределительный центр для хранения фруктов на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». Это самый крупный в СКФО новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Глава Минсельхоза России отмечает, строительство такого объекта – новый механизм поддержки садоводства. Важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. По словам министра, ежегодный рост урожая сада повлияет на развитие АПК не только нашего региона, но и в целом всего СКФО. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось и сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны. Сегодня это один из самых совершенных проектов. Он создает не только рабочие места. Самое главное, этот проект показывает, что мы и во всех отношениях, как в производстве товарного яблока, так и саженцев, так и в хранении, так и в переработке и в других вещах мы показываем, что в нашей стране могут производить лучше, чем в Европе, и наша страна в состоянии конкурировать с любыми производителями мира в этом направлении. Такими были яркие события 2017 года. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.